Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска города Мирного по подозрению в разбойном нападении по горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник в рабочее время проник в подсобное помещение продуктового магазина и, угрожая продавцам керамическим ножом, стал требовать деньги. Похитив всю дневную выручку, подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими по пути в другой магазин. Мужчина пояснил, что собирался потратить похищенную наличность на спиртные напитки. В Момском районе вынесен приговор по факту стрельбы в центре села Хану. 30-летний ранее судимый местный житель признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка. Установлено, что подсудимый в апреле 2019 года в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрелы из обреза ружья в сторону жилого дома. При этом дробь от выстрелов попала в проходившего в тот момент рядом мужчину. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Житель Сунтара попался при транспортировке наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте был задержан 34-летний житель села Сунтар. Он приобрел, хранил и пытался переслать марихуану общей массой около 100 грамм. Установлено, что фигурант получил сообщение от своего знакомого о пересылке ему из Бурятии в город Якутск наркотического вещества. Для того, чтобы наркотики доставили из Якутска в село Сунтар, обвиняемый договорился со своим знакомым об их перевозке междугородним такси. Возбуждено уголовное дело. В Нижнем Бестяхе из строящегося дома украли 5 радиаторов отопления и газовый котел. Сумма ущерба потерпевшая оценила в 35 тысяч рублей. Полицейские установили вора. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый был нанят для ремонтно-строительных работ самой потерпевшей. Когда хозяйка отлучилась на несколько дней, работник, оставаясь и продолжая работать в доме, похитил газовый котел и радиаторы отопления. Мужчина пояснил, что совершил кражу с целью приобретения алкоголя. В ходе обыска похищенное было изъято и возвращено хозяйке. Партия золотых монет на сумму $2,5 миллиона стала добычей грабителей в Мексике. Преступление произошло средь бела дня. Подробности в репортаже Рейтер. Двое вооруженных грабителей ворвались утром во вторник в отделение Каса де Монеда монетного двора в Мехико. Они велели охранникам лечь на пол и забрали их оружие. Затем злоумышленники проникли в хранилище, которое оказалось открытым. Набив рюкзак продукции предприятия, это было более 1500 монет из драгоценного металла, оба скрылись на мотоцикле, прежде чем подоспела полиция. Обошлось без кровопролития. По словам одного из сотрудников монетного двора, Марко Медины, никто ничего не слышал. Сказать по правде, я не знал о происшествии до 11 утра, когда прочитал на Facebook и увидел в новостях. В здании не было никакого шума. Коллег не пускали внутрь. Только после обеда мы поняли, что случилось. Как пишет местная пресса, следствие не исключает, что у похитителей были подельники из числа работников отделения. С точки зрения местного жителя Серхио Переса о какой-либо безопасности говорить не приходится из-за бездействия властей. Мы чувствуем себя брошенными, грабят всех подряд, и непонятно, как так может быть, когда вокруг столько полиции. Номинал монет, известных как Сентенариус, 50 песо, примерно 100 рублей. Рыночная стоимость 31,5 тысячи песо, или более миллиона рублей за штуку. Каса де Монеда начал чеканку в 1921 году по случаю столетия независимости Мексики от Испании. Производство было приостановлено в 1931 и возобновлено в 1943, чтобы удовлетворить высокий спрос. Запрещенная группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за взрыв в западной части столицы Афганистана, Кабула. Автомобиль взлетел на воздух в среду утром возле полицейского участка. По последним данным, пострадали 95 человек. Подробности далее. Мощный взрыв прогремел в среду утром у входа в полицейский участок столицы Афганистана Кабуле. У контрольно-пропускного пункта на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел страны. Ответственность взяло на себя движение «Талибан». В России его деятельность запрещена.
Пострадали 95 человек. Представители государственной безопасности заявили, что обыскивают место происшествия и не исключают, что позже сообщат о жертвах. Очевидцы говорят, что взрыв был очень сильным. Я завтракал в ресторане в этом районе и сидел рядом с окнами, когда внезапно мощный взрыв сотряс всю округу. Я не знаю, что случилось потом. Нападение произошло на следующий день после того, как талибы призвали бойкотировать президентские выборы 28 сентября и угрожали новыми атаками. Насилие в Афганистане не прекращается, несмотря на то, что талибы и Соединенные Штаты, похоже, близки к историческому пакту о выводе войск в обмен на обещание экстремистов, что страну не будут использовать в качестве базы для планирования новых атак. Ранее стороны сообщили о значительном прогрессе в переговорах в Катаре. Боевики контролируют больше территории Афганистана, чем когда-либо, и многие правительственные чиновники опасаются, что их война с талибами не закончится, пока американские войска не уйдут. В стране находится около 20 тысяч иностранных военнослужащих. С вами была рубрика «Чрезвычайное происшествие». Берегите себя и до встречи в эфире.